Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной адвокат Калой Ахильгов, который как раз защищает обвиняемых по этому так называемому ингушскому делу. И с вашей помощью, надеюсь, нашим зрителям, слушателям удастся разобраться в том, что происходит вот в этом деле. Нам бы самим разобраться для начала. Да, ну вот для начала поясните мне, пожалуйста, почему, если вся эта история происходила в Магасе, если следователи говорят, что какие-то там беспорядки были в Магасе, почему люди сейчас сидят не в Ингушетии, не в Магасе, а в Ессентуках, Владикавказе и Нальчике? Что это такое? Зачем их всех вывезли из республики? Ну, следствие это мотивирует тем, что вы знаете, что следствие передано в Северокавказский округ, то есть Следственный комитет по Северокавказскому округу. Соответственно, местом нахождения следствия должно быть определено местонахождение следственного органа. Да? То есть это Ессентуки. Сейчас у нас есть в материалах дела два имеющих одинаковую юридическую силу документа, в котором говорится в первом, что место определения следствия у нас город Магас, и этим же лицом должностным вынесено второй такой же документ, в котором определено, что место расследования у нас город Ессентуки. Доктор Джекил и мистер Хайд, да? Ну, примерно так. И, соответственно, мы спрашиваем, а почему? То есть они говорят, ну, мы же первое отменили, хотя об этом нигде слова о том, что отменяют постановление о том, что расследование будет проводиться в Магасе, нет. Более того, вот второе постановление, по которому местом следствия определен город Ессентуки, оно вынесено 1 августа. А все, что было до 1 августа, аресты, продление сроков содержания под стражей, должно было быть в Магасе, соответственно, с этим документом. Но было это, как мы знаем, все в Нальчике. То есть Нальчикский городской суд избирал меру пресечения, продлевал ее и так далее. Что это? Это какой-то детектив. Вы думали, что просто не станут этих людей арестовывать в Магасе, что суд не вынесет такую меру пресечения? Почему? Ну, я напомню, что когда их задержали, их вывезли вертолетами в Нальчик по административному делу. Угу. То есть это даже задержание было не в рамках уголовного дела, а в рамках административного дела, по которому им дали по 10 суток каждому за нарушение правил проведения массовых мероприятий. Да, но это вот то же самое, что если бы людей, которые участвовали в митинге в Москве, на вертолетах вывезли бы в Петербург зачем-то, да, и там начали арестовывать. Зачем это делает следствие? Ну, это вопрос к следствию. Мы лишь констатируем факты и обжалуем те или иные незаконные действия, которые мы считаем таковыми. А почему так следствие поступает, это вопрос к следствию. Потому что, как вы знаете, вот есть среди задержанных, арестованных, есть 5 человек, которые в особом порядке будут рассматриваться в суде. Они признали вину, но они признали вину в чем? В том, что они там ударили, коснулись, там, я не знаю, задели, толкнули и так далее. Но им в обвинении прописывают, что они это сделали вместе со всеми. То есть здесь очень тонкий момент. Они как бы этого не понимают до конца. Понятно. И им адвокаты, естественно, это, я надеюсь, разъяснят. Но этим самым, вот тем, что они были вместе со всеми другими, это... Хотят такой, узаконить преследование остальных. Совершенно верно. То есть некий преюдициальный признак внести в дело. Слушайте, сейчас в деле больше 30 обвиняемых. 30 человек. 30 человек. Да. Кто эти люди? Ну, за исключением организаторов митинга, это участники просто акций протеста. Участники митинга и все. А в чем конкретно их обвиняют? Можно разобраться вот из Есть 5, насколько я помню, человек, которых обвиняют в организации насилия в отношении представителей власти. То есть такую конструкцию я раньше не встречал. То есть либо есть применение насилия, либо есть призыв к розни, межнациональной, конфессиональной и так далее. Ну, экстремистские есть высказывания и так далее. Но вот такую конструкцию, как применение насилия через организацию, такой конструкции я не встречал, и она впервые используется вообще в отношении протестующих.
эта конструкция нова, и я уверен, что после того, как она будет обкатана в Ингушетии, она будет, соответственно, применяться и дальше по всей стране. Но это просто, чтобы понять, это, наверное, по аналогии, как вот когда какое-то убийство, да, заказное, вот есть там организатор этого убийства, Да, есть, наверное. да. Ну вот там... как раз 33-я статья Уголовного кодекса, она описывает как раз, кто такой организатор, в чем его суть, смысл и так далее. И вот через эту организацию как раз их и подвели к тому, что они организовали применение насилия. Но когда мы говорим, что нам непонятно обвинение, мы говорим о том, что мы не понимаем, в чем заключалась организация этого насилия. То есть случилась спонтанная история, при которой произошло столкновение с сотрудниками полиции, из которых действительно один пострадал, но остальные 9 потерпевших, кто-то получил царапину, кто-то синячок, кто-то там стало больно и так далее. Но вопрос о том, в чем именно заключалась организация, мы ответа пока не получили. Мы получили устное разъяснение, попытку даже разъяснения того, что, мол, вот ваши подзащитные призывали к тому, чтобы они вот оказывали насилие в отношении тех или иных сотрудников полиции, но документально пока это нигде не подтверждено, и более того, они ссылаются на некую готовящуюся экспертизу, высказывать, то есть лингвистическую экспертизу высказывания организаторов митинга. Но мы тоже ее провели со своей стороны, и наши эксперты не установили ничего подобного. Кстати, о сотрудниках полиции. Не так давно сообщалось, что в Ингушетии возбуждены уголовные дела против 13 сотрудников полиции местной, которые отказали, их обвиняют в невыполнении приказа. Да. Они отказались разгонять людей вообще, когда поступил такой приказ. Известно что-то о судьбе этих полицейских? Ну, я скорректирую немножко. Не то, чтобы они отказались разгонять людей, они просто встали, когда была вероятность, высока вероятность стычки, они стали между теми, кто мог стать, так сказать, причиной столкновения, я имею в виду, между силовиками и митингующими, они стали между ними и не допустили столкновения. По большому счету, им должно было сказать спасибо. То есть там был какой-то ОМОН приезжий еще? Да, там был ОМОН приезжий, а это были местные ребята. Это раз. Второе, ну, коллеги, которые занимаются защитой по этому делу, они утверждают, что там не было приказа, потому что приказ предполагает письменное оформление и выезд на место, в которое должен регистрироваться по месту службы. Соответственно, этого всего не было, и это было уже подготовлено задним числом. То есть это история закрепления своей позиции, подготовка неких доказательств, которые уже были, так сказать, сделаны задним числом. Поэтому здесь вопрос очень спорный. Был ли вообще приказ? Ну, там идет следствие, да? Да, там идет следствие, там продолжается расследование, но поскольку я не участвую в защите непосредственно этих ребят, то я, во-первых, комментировать не могу, во-вторых, деталей, нюансов понятно, не знаю. Да. Тем более, насколько я понимаю, там все и подписку о неразглашении да, дали, в общем, подробности неизвестны, но тем не менее это такой довольно любопытный, нетипичный случай для России, российских протестов, когда, собственно, сами ОМОНовцы, росгвардейцы встают на защиту населения от своих же коллег. Там были сотрудники ППС, то есть не росгвардейцы, а сотрудники патрульно-постовая ППС. служба. Да. Вот, тем более, в общем, уникальный, конечно, случай. Возвращаемся к вашим обвиняемым. 30 человек. Сколько уже томов в уголовном? Мы не знаем. Томов очень интересно у нас вообще выстраиваются отношения со следствием. У нас господин главный следователь мифический персонаж, потому что вот сколько уже с апреля мы в деле, и мы его до сих пор не видели ни разу. То есть это такой, на наш взгляд, уже такой придуманный персонаж. Даже если бы его не было, его стоило бы так придумать, потому что он не является ни в судебное заседание, с ним невозможно созвониться, к нему невозможно приехать, он постоянно... Когда он в Ставрополе, мы приезжаем туда, и он в Нальчике, мы приезжаем в Нальчике, он во Владикавказе, мы приезжаем во Владикавказ, его нет. Ну, то есть такое, да. И в последнем вот заседании он вообще сказал, что я не обязан с вами общаться, и для этого у нас есть Почта России. Ну, на что мы ему, соответственно, сказали, хорошо, будем
получать от вас уведомления тоже не по СМС-кам, как вы обычно это делаете, а по Почте России. Да, но люди-то, с ним невозможно ни о чем договориться, с ним у него невозможно чего выяснить, а люди тем временем сидят в следственных изоляторах. Да, сидят в следственных изоляторах по надуманным обвинениям, без абсолютно доказательной базы. Но, на мой взгляд, это дело, оно не имеет под собой никакой правовой или юридической подоплеки, или действительно какого-то уголовного состава. А для чего его тогда задумали, как вы считаете? Мое личное мнение заключается в том, что организаторы митинга, это те же организаторы митинга, который был осенью прошлого года, который 2 недели стоял и при котором не было зафиксировано даже одного административного правонарушения. Эти все административные правонарушения, кстати говоря, всплыли уже после мартовских событий, что якобы они были, и по ним начали уже штрафовать спустя там больше 6 месяцев. Поэтому, на мой взгляд, это месть организаторам митинга, которые посмели еще при встрече с представителем президента в СКФО жесткую позицию занять, при встрече с представителем администрации президента занять жесткую позицию, не договориться позволили себе, поскольку они не пошли на те или иные предложения, которые их не устраивали. И в итоге просто был пойман момент для того, чтобы их, так сказать, изолировать от общества, тем самым напомнить им о том, что кто здесь главный и кто здесь хозяин. На место. Да. Ну, то есть сказать, что, ребята, да, вы, конечно, жесткие, молодцы, ребята, там, не умеете договариваться, ну, значит, будете сидеть. Но, тем не менее, границу установили так, как хотели власти. Выборы прямые в Республике Ингушетия не вернули. Люди сидят. Ну, оно того стоило? Нет, вопрос не стоит того, стоило оно или нет, потому что даже когда сейчас мы общаемся с нашими подзащитными, они абсолютно не унывают, и они даже гордятся тем, что они там находятся именно по этой причине. И, естественно, все понимают, что никакого криминала или преступления они не совершали. И эта история рано или поздно должна закончиться, и они рано или поздно выйдут оттуда. И когда они выйдут оттуда, я думаю, что власть еще почувствует, что такое массовые протесты, что такое акции, так сказать, неповиновения и так далее. Потому что сейчас настроение очень, скажем, не очень хорошее для нового главы. Он пришел в не самое лучшее для него время. И руководить таким регионом, в котором есть такая проблема и социальная напряженность, именно связанная с этим соглашением и со всеми последующими событиями, и не упоминать об этом, не говорить об этом, я думаю, ему будет тяжело. И тем не менее, когда можно ждать передачи дела в суд, например? Ну, последнее продление сроков следствия было до марта 2020 года. Продлены сроки, то есть это уже год получается. Поскольку их обвиняют в совершении тяжкого преступления, там как раз срок расследования до 1 года. Я думаю, что в марте-апреле следствие должно быть завершено и передано в суд. А непонятно, как это будет происходить? Ну вот 5 человек, которые согласились на особый порядок, это понятно, а остальные 25? Они будут в одном деле, да, они будут рассматривать дело в одном большом зале, сидеть все вместе. Все вместе? Да, конечно. Но судить будут профессиональные судьи, эта статья не подпадает под... Под суд присяжных нет, не подпадает, к сожалению. А судить где будут? Тоже? А вот тоже вопрос, потому что совершенно замечательный документ был обнародован в СМИ вчера. Это обращение замгенпрокурора России к председателю Верховного суда Лебедеву с просьбой определить подсудность ввиду того, что в Ингушетии, видите ли, нет возможности слушать дела по особому порядку, по которым нет спора, то есть вина признается полностью, что есть риски того, что будут акции неповиновения и так далее, и так далее. То есть таким образом власти на самом деле еще больше подливают в огонь масло и еще больше провоцируют ситуацию. Ну, то есть особый порядок будут явно рассматривать не в Ингушетии, а основное дело тоже... Я думаю, что основное дело тоже будет рассматриваться не в Ингушетии, но, на мой взгляд, никакой разницы нет, где оно будет рассматриваться.
с точки зрения приговора. Да? Если приговор будет несправедливым, я думаю, что я могу ошибаться, но я думаю, что акции протеста продолжатся. А может произойти с этим делом вот такая же метаморфоза, как вот сейчас происходит с московским делом? Могут просто взять и все как-то прекратить, отыграть назад, провернуть назад? Вы знаете, все очень в наше время, в нашем государстве все очень зыбко. И вот история с московским делом, она настолько диссонирует, знаете, в чем? С одной стороны, несправедливый приговор, да, люди вышли показать солидарность с Устиновым, люди действительно... Испугались, что так могут вообще обстоять с кого угодно. Да, есть же обратная сторона. Есть процесс, закон, который нарушается как с одной стороны, давая вот эти вот нереальные сроки и там, отказывая в исследовании доказательств, а есть другая сторона. Как Мосгорсуд назначил апелляцию на понедельник? Закон обязывает дать 10 дней. Слушайте, ну дело по Константину Котову вообще вследствие прошло 2 дня. А какая разница, нарушать закон так или вот так? То есть это вообще все превратилось в какую-то постановку это театральную? Фарс, абсолютный фарс. То есть законом сейчас играют как игрушкой. То есть закон это такая штука, можно сюда повернуть, можно туда повернуть. Никакой разницы нет. Решения принимают не судьи? Нет, конечно. И отвечая на ваш вопрос, что может случиться с этим делом, ровно то же самое. Как в одну, так и в другую сторону. А по ингушскому делу кто принимает решение? Где? Администрация президента России. То есть вот этот Да. уровень, никак не республика? Нет, республика не решает ничего. Это СКФО и администрация президента. Спасибо большое. Адвокат Калой Ахильгов был в программе «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». И мы пытались разобраться в том, что же происходит сейчас в ингушском деле, очень похожем на болотное, как говорят адвокаты. Ну и о том, что происходит в московском деле с его метаморфозами. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт. Говорит Радио Свобода.